Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. И сегодня наш выпуск будет посвящен туризму. Расскажу о турслетах, о автопробеге, о уникальном месте в нашей Якутии и немного о сезоне сбора ягод. Начнем. Всадник севера Дугуйдан Винокуров вместе со своим сыном уже прибыли во Владимирскую область. До Москвы осталось 340 километров. Дугуйдан пишет: чем ближе к Москве, тем чаще населенные пункты, больше автомобилей на трассе. Надеюсь, все будет хорошо и мы прибудем в Первопрестольную к Исеху. Также Дугуйдан отмечает выносливость своего сына Дархана и пишет: он точно сможет преодолеть такой же путь самостоятельно, когда вырастет. Легко чувствует себя на природе, в полевых условиях, понимает лошадей. Напомним, всадник севера идет на якутских лошадях с Якутии, с села Аймекон. Его цель – дойти до Москвы. История появления горного хребта Улахан-Сис показана с помощью компьютерной графики в проекте IT-школы Алексея Илларионова. Улахан-Сис – это большой останцовый массив протяженностью более 3 километра и высотой до 30 метров, расположенный на хребте Абыйского и Алаиховского улусов. В ролике 3D-модель этого хребта меняется с течением времени под влиянием природных стихий. Над проектом работали 3 преподавателей IT-школы на протяжении 3 месяцев. Стоит отметить, что в ближайшем будущем школа планирует создать целый цикл проектов про удивительные места нашей Якутии, уже подключая к работе своих учеников. Если честно признаться, даже я сам не знал про вот эту местность. И было очень интересно почитать про историю, про то, как это все появилось. Изначально мы хотели, в принципе, просто сделать видео, показать достопримечательности. И мы решили добавить такого познавательного, да, то есть чтобы люди что-то смогли понять, узнать. И мы прямо с ребятами сидели, думали, что такого можно добавить, чтобы стало интересно. Можно же сделать так, чтобы показать, как это выглядело не просто там 100 лет назад, да, а прямо вот доисторические времена, в самом начале времен, как это выглядело, как это появилось. Наконец-то начался сбор дикорастущих ягод и плодов на всей территории Амгинского района. В летнее время природа Якутии – кладезь витаминов и угощает всех желающих разными видами ягод. Но не стоит забывать, что сбор необходимо начинать в установленные Министерством экологии сроки. При нарушении сроков на граждан может быть наложен административный штраф. Также следует отметить, что на сегодня на территории всей Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах. А следом я хочу вам показать атмосферное видео блогера Панда Сахат. Видео передает красоты нашей природы якутской. И так и хочется пойти в лес, собрать землянику и энергетически подзарядиться. Но вообще Амгинский район – это уникальный уголок нашей республики, жемчужина якутской природы. Это красивейшая река Амга с ее чистыми прозрачными водами. Просторы амгинских долин, бескрайние хлебные поля, гора Короленко, гора Харама, амгинские столбы, водопады, тихие песчаные косы, плесы и естественные пляжи. Именно это ежегодно привлекает тысячи и тысячи туристов. На сегодняшний день туры на Амгу входят в топ самых популярных мест в республике. Ну а как относятся к такому потоку людей местные жители, мы узнаем из материала наших коллег. Очень много людей на реке. Это не очень удобно, конечно. Ну, у нас самая прозрачная река. Ну да. Ну, нормально, конечно, но иногда бывают такие гости, которые оставляют после себя очень много мусора, и это не очень хорошо. А так нормально. Ну, относимся в положительном порядке. Люди приезжают, отдыхают. Но у нас одно требование. Люди должны за собой убираться, не мусорить, оберегать нашу речку, красавицу Амгу.
Они у нас тут покупают продукты, потом идут на речку и также оставляют блади. Но так, конечно, нельзя. Нужно убирать за собой. А я отношусь очень положительно, так как каждый год в Амгу приезжает очень много туристов, не только со всей республики, но и с России. А самое главное, чтобы каждый отдыхающий убирал за собой мусор. Я хочу, чтобы в будущем Амга стала туристической точкой, где приезжали все отдыхающие, как в России все каждое лето едет в Сочи, и так, чтобы каждое лето все централизованно приезжали к нам отдыхать в Амгу. Если каждый житель на Земле будет выбрасывать мусор в каждой точке мира, то Земле будет плохо. Никогда не выбрасывайте мусор на любой точке мира. Приходите домой и там выбрасывайте мусор в контейнерные баки. Пусть наша Земля не пострадала. Накануне 8 июля с Якутска стартовал автомотопробег «Золотая Колыма». Ну а сегодня уже можно сказать, что половина пути пройдена. Подробнее об этом проекте, об этом автомотопробеге мы узнаем у коллег из Уснеры. 1000 километров пути позади. Запыленные, но стремящиеся вперед, участники автомотопробега, достигшие Уснеры, обедают в придорожном кафе, заправляются и продолжают движение. Мы к вам приехали из республики Коми. На протяжении 9000 километров дорога была приемлема, красива. С какими трудностями нам пришлось столкнуться здесь, мы не ожидали, конечно, но в принципе не сильно удивлены. Дороги, как в принципе и места, очень суровые, сложные, но преодолимые. На самом деле достаточно тяжелая дорога, 3-й день в пути, едем, не высыпаемся, и даже поясницу прихватило, но ехать надо. Вот, маршрут очень интересный. Первый день был очень сложный, наше путешествие. Мы по грязи практически падали все. Ну, естественно, я не исключение. Вот. Но тоже хороший опыт. Коллеги тут же подсказывали, как надо правильно управлять мотоциклом. Я езжу вторым номером на мотоцикле, и 17 лет замужем за мотоциклистом, и понятно, что и свадебное путешествие было на мотоцикле. Мы ездили от Владивостока до Москвы, на Ямал, на Кольский полуостров, на Алтай, на Кавказ, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния. Колонна растянулась по пыльной дороге на много километров. В Магадан планируют прибыть на День города 13-14 июля. Результат пробега войдет в Книгу рекордов России. От всех участников мотопробега «Золотая Колыма», организатор, который стал Павел Кобяк, передаю всем жителям Якутии привет и самые лучшие пожелания. Мы стараемся развивать и принять участие в том, чтобы этот регион развивался, и показывать всем, что здесь можно ездить, можно путешествовать, прекрасные места, прекрасные люди. Очень все хорошо. Пусть скатертью стелится под колеса ваших машин наша трасса, ребята. Она любит крепких и смелых. Светлана Поцелуева, Павел Конин, Уснера. Ну и по традиции сегодня покажу видео нашей природы Якутии, которые засняли наши зрители якутяне. Сегодня предлагаю полюбоваться удивительным подводным миром озера Улу. Целых 200 человек из города Мирный и города Ленск в течение 3 дней преодолевали интересные преграды, которые им организовали организаторы в рамках туристического слета. Все это происходило на реке Мурбай в Ленском районе. Давайте подробнее узнаем в следующем материале.
В этом году туристический слет был посвящен столетию Якутской ЯССР. Тема «Здоровая молодежь. Сильная республика». К мероприятию команды подошли ответственно. Каждая подготовила свое оформление, визитную карточку, соответствующую теме турслета. Организаторы тоже не уступили в подготовке и пригласили специального гостя из Москвы, который проводил лекции для команд на тему здоровья. Уникальное мероприятие, замечательный формат, много спорта, много позитива. Много усилий властей и общества для изменения позитивных в сегодняшней ситуации. Я думаю, они не пропадут даром и окупятся сторицей. Каждое утро у участников начиналось с зарядки. Весь день был расписан различными мероприятиями, конкурсами, мастер-классами и еще массой других развлечений. Но самым основным, интересным и захватывающим испытанием стала, конечно же, полоса препятствий. С каждым годом она становится все сложнее. Всего на старт вышли 7 команд. Традиционно участникам пришлось переплавляться различными способами через реку, спускаться и подниматься по отвесному склону, преодолевать болото, переправляться через овраг по бревну и веревкам и завершающий самый сложный этап – переход 50-метрового тоннеля, частично заполненного водой. Самый захватывающий этап, потому что это под землей, там внутри много препятствий, не очень комфортно себя чувствуешь, но так как это командная игра, необходимо до конца дойти, делать, деваться некуда. То есть все проходили? Отказывались некоторые участники, за это ставили штрафные баллы, и команда шла вниз по очкам. Оценил 50-метровый туннель и министр по молодежной политике Петр Шамаев, прибывший специально на мероприятие. Когда видишь, как проходят команды, хочется самому попробовать, испытать себя. Тут есть такие, особенно вот понравился, вот посмотрел туннель. Если по прямой, то 50 метров ребята вскопали. Некоторые участки там с водой, под водой там надо проходить. Не как короткие, но все равно это добавляет какого-то особого экстрима, наверное, этому фестивалю. Преодоление всей трассы заняло у команд более 5 часов. Уставшие, но счастливые, они с удовольствием делились своими впечатлениями. Трасса очень хорошая, понравилась. Организация просто на высшем уровне. Мы первый раз здесь. Новое препятствие было в этом году у них на Мурбае. Да, вот это было сложное. На Жумаре подъем и спуск на восьмерке. Ну, мой любимый это, конечно, туннель. Это мой прям самый любимый этап. А сложный это вот, который новый нынче сделали этап. Он прям такой сами сложный. Большинство команд даже не стало ходить, проходить. Ну, много кто не прошел полностью этап. В итоге определились 3 сильнейшие команды. Все они оказались представителями Мирнинского района. После сложной борьбы победителем стала команда Мирнинского ГОКа. Второе место досталось команде предприятия «Алмаз Спецбурени». Третье место заняла команда «Алмаз Автоматика» акционерной компании «Алроса». Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А на этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся уже сегодня в 17 часов на телеканале Якутия-24. Всем отличного дня!